И снова доброе утро, наши телезрители. В продолжении утренней программы состоится интервью с молодой гостьей. Сегодня у нас в гостях человек, который доказывает, что творчество и активная гражданская позиция могут идти рядом. Молодая художница, участница культурных проектов, молодежных проектов, представитель молодежного движения Гагаузии Варвара Чубатару. Варвара не только развивает свой талант в художественном искусстве, создавая тематические рисунки и портреты, но и получила ценный опыт в общественной работе. Сегодня поговорим о том, как рождаются творческие идеи, какие темы вдохновляют молодую художницу, чему научил опыт руководства и как искусство может помочь в выборе жизненного пути. Варвара вас приветствует. Доброе утро. Доброе утро. Настроение? Настроение сегодня отличное, очень хорошая сегодня погода. Как проходит ваше лето? Лето проходит очень активно. Вот первый месяц была сдача бакалавра. Сейчас уже как-то больше посвящаю себя работе и мыслями о поступлении. Экзамены позади? Да. Но другой вопрос возникает, да? Ну, расскажите, пожалуйста, ваше увлечение художественным творчеством, с чего оно началось? Оно, кстати, началось с того, что я думала когда-то, куда поступать. Я подумала то, что неплохо было бы в архитектурную, потому что у меня хорошо все было с математикой. Я как бы считаю себя творческим человеком, и я пошла в художественную школу, чтобы подготовиться к поступлению. И как-то так получилось, что я начала рисовать, и я уже быстренько забыла идею о поступлении. И вот второй год я уже просто занимаюсь творчеством, написанием портретов, картин. Ближе что? Написание портретов, либо художественное все-таки художественное искусство? Другое. Ближе, наверное, все-таки. Я работаю всеми материалами, сразу скажу. Там, если будет, там будут работы, и там будет видно. Мне нравится в последнее время очень работать акрилом и маслом. Но лучше у меня получаются портреты в графике. Я ими чаще занимаюсь, как бы. Вот так вот. Но вот в последнее время я заметила то, что мне очень нравится на национальную такую тематику работать на холстах. Вот у нас тут есть чуть ниже одна, я подниму, работа, но она еще, правда, не законченная. И есть еще очень много таких. Да, хорошо, будем держать. А тут как бы бабушка, да, будет вышивать национальный узор. Вот. Скоро закончу, она будет очень красивая. Это ваша идея? Да. Это моя идея. Я просто начала серию картин. Сначала все началось вот этой. Еще одну покажу. Так. Так, немножко отсвечивает из-за того, что лаком покрыто. Ну, короче, здесь мужчина собирает виноград. И я как-то вот сначала в такой цветовой гамме рисовала, потом думала, как-то мрачновато. Купила себе большие холсты и уже сделала работу дедушки, который в церкви переписывает книги старые. Вот. Она должна быть, кстати, передача, я вам ее отправляла. Мы обязательно посмотрим ваши работы. Но сейчас вот интересно просто, для вас художественное творчество – это хобби, это образ жизни, это увлечение или уже смысл жизни, без чего вы не можете? Для меня это очень тяжело сказать, потому что в моей жизни творчество чисто случайно появилось. До этого я никогда и не рисовала, и не думала, что я как бы буду рисовать. Я раньше говорила, что для меня это просто хобби, то, что все, я не буду этим заниматься и так далее. Но сейчас как-то я заметила то, что в такие ситуации иногда грустные, там, веселые, я прибегаю к рисованию. И рисую людей, которые мне нравятся, и люди меня вдохновляют. И как-то я бы уже сделала это больше смыслом жизни, не работой и не хобби. Для меня это что-то, что будет со мной всегда, моментами. Вот. Какие идеи стараетесь передавать через свои работы? Идеи
Я бы сказала, любовь к родине, уважение какое-то. Но это в последней серии картин, которую я сделала. А так любой художник выражает свои чувства, я бы сказала. То есть я не думаю над какой-то идеей, раскручиваю ее, что можно изобразить. Мне что-то приходит на ум, я переживаю какие-то свои эмоции, и после этого я это воспроизвожу на холст. После? Да, после того. Ну, либо в потоке, когда вот у меня есть куча энергии, я что-то рисую. Можно ли сказать, что это своего рода терапия для вас? Да. Я всегда всем людям, даже которые не занимаются творчеством, советовала арт-терапию, потому что это очень интересно. Это в любом случае развивает новые мыслительные процессы, даже можно сказать, новые нейронные связи. Тем более это изобилие красок очень много позитива приносит. Ты видишь, у тебя уже дофамин повышается. Всем советую. Значит, более успешные на ваше усмотрение все-таки портреты. Да, на мой взгляд, у меня лучше всего портреты. Угу. Ну, давайте посмотрим ваши работы. Да, вот это самый первый, который я делала. Я тогда так переживала, потому что эта работа почти метр. Я думала, у меня не получится, у меня не получится. Вот, ну, тоже. Семейные где-то фотографии. Да. Семейные фотографии часто просят делать. Интересные запечатленные моменты. Да. Поэтому я думаю, то, что у меня лучше всего получается все-таки портреты в графике. Это вот просто иногда я так практикуюсь, как бы так сказать. Вообще-то я вначале подумала, что та работа, это на самом деле фотография была, когда всмотрелась, работа карандашом. Часто иногда, кстати, так думают, и меня это очень удивляет. Мне на самом деле, я так скажу, я иногда рисую, мне потом работы вообще не нравятся. Поэтому у меня должна была быть выставка в июле. Мне предлагали сделать еще давно, но как-то так, сейчас немножко под сомнениями. Нет столько работ, чтобы организовать свою выставку, или все-таки среди ваших работ много тех, которые вам не нравятся? Изначально у меня не было столько работ. Мне когда сказали 35 работ, а я не рисовала столько времени, что в целом у меня столько работ было. У меня, мне кажется, за всю мою художественную карьеру столько работ не было. И вот, я сначала думаю, да нет, потом я в итоге согласилась, и сейчас я слишком строга к себе, и вот так вот. Но это правильно? Быть самокритичным? Ну нет, я очень часто ко всем остальным такая немножко лояльная, потому что творчество в любом случае, а это творчество. Там, тем более в художественной, кто скажет что-то, что правильно, что-то, что неправильно. Нет понятия правильно-неправильно. Поэтому тут не может быть некрасиво, тут не может быть как-то неправильно, тут не может быть как-то не очень. В любом случае, каждый человек выказывает что-то свое, и один человек и два художника могут рисовать одного человека, либо один пейзаж выйдет, это абсолютно по-разному. Кто-то же не скажет, что у одного лучше, чем у другого. Просто тут уже мое к себе почему-то. Варя, есть ли какая-то особенная работа среди ваших всех работ творческих, которая вам больше всего по душе? Больше всего по душе. Она, кстати, не вошла в эту подборку, которая здесь почему-то. Но там был мужчина, как раз, как я вам сказала, дедушка, который в церкви переписывает книги. Ну, церковная тематика, мы, конечно же, подготовили эту подборку тоже. Да? Конечно, мы сейчас посмотрим, но здесь у вас будет там церковной тематики много будет. Как вот это к этой тематике пришли? Это моя первая работа, вот я про эту работу говорила. Я ее, правда, немножко потом дозакончила, и она прям заиграла новыми красками, если можно так сказать. Это тоже на холсте моя первая работа была. Как вы пришли к этой тематике? Как я пришла к этой тематике? Совсем юная, еще молодая. Что случилось? Какой-то переломный момент был в жизни? Сказать. Да нет, не было вроде бы, слушайте, никакого переломного момента. Просто тема для меня очень интересная, и в том плане, то, что я очень люблю читать книги. Ну, я думаю, вы помните то, что у меня есть своя мини-библиотека, у меня около 500-600 книг. Я их очень много читаю, и часть из них на религиозную как раз-таки тему. И последняя прочитанная мною книга это была «Овод», которая меня что-то так вдохновила, и вот. Сейчас какую книгу читаете? Сейчас пока что я на Габриэле Гарсия Маркесе, потому что это мой любимый писатель, и я читаю «Осень патриарха». Так, к сожалению, ее как-то пропустила, одна из его самых известных книг, и вот.
И последние работы Автомобили, да. Просто я все рисую. У меня нет чего-то определенного, что едет, поэтому я пробую все. От автомобилей там были и цветы акварелью, и религиозные книги, и книги точками. Я думаю, тоже нужно попробовать все, потому что зацикливаться на чем-то одном, останавливаться на чем-то одном – это прекращать свой прогресс. Поэтому я вам скинула и работы и удачные, и работы неудачные. Но это все ваша работа. Да, это все мои работы. А как вы думаете, искусство может человеку помочь в жизни? Да, безусловно. Искусство может помочь человеку в жизни и в целом развивать себя как человека, потому что все мы знаем то, что люди, которые читают, потому что чтение – это тоже искусство в своем роде, люди, которые рисуют, они много знают, они это изучают, и они в целом такие выделяющиеся, я бы сказала, из толпы. Арт-искусство что в человеке развивает? Мышление, оно и мышление, и в целом человека как личность развивает, потому что люди, которые рисуют, я реально замечала то, что очень люди культурные, интересные, люди, с которыми интересно разговаривать, люди, у которых насмотренность очень развита. Они в целом по своей речи очень выделяются, прям вот так вот. Где обучались данному искусству? Так я до сих пор обучаюсь, у меня нет диплома. Я же говорю то, что я рисую всего лишь вот 3-й год пошел недавно. Я хожу в филиал художественной школы имени Дмитрия Савостина к своему преподавателю Арабаджи Михаилу. Очень классный преподаватель и человек прекраснейший просто. Ну и теперь к другой теме, переходя от арт-искусства. Вы возглавляли региональный совет учащихся Гагаузии. Каким был этот опыт руководства для вас? Очень интересным. У меня в целом этот год выдался таким немножко тяжелым. Он и для меня лично был немножко тяжелым этот год, и в целом поэтому я всем начала заниматься. Региональный совет много сделал в этом году. И, кстати, я была очень удивлена, когда мы подводили итоги, то, что очень много творческих мероприятий было, конкурсов очень много было, выставок. Мы нашли действительно много талантливых ребят. И очень это вдохновляет и очень мотивирует дальше работать. В целом, как бы, все, думаю, набрали за этот год очень много опыта классного, очень много новых знакомств нашли. И для меня тоже полезный год был. Инициативы, проекты, которые Совет учащихся в 2025-2026 учебном году реализовывал, которые вы запомнили? Которые я запомнила? Да, проекты. Вообще... Их было так много, что на итогах, я даже так скажу, я, к сожалению, не все внесла в свою презентацию, я даже была удивлена. Очень мне понравилась акция «Еду ДОСТ», потому что изначально, когда я баллотировала в совет, я сказала то, что я хочу, чтобы в школу дружили, нам нужно что-то такое. И акция «Еду ДОСТ» как раз-таки это «Найди школу-партнера». Школы заключали между собой дружеские договора и, исходя из них, проводили мероприятия. И вот это вот масштабное, и это вот самое запоминающееся было, на мой взгляд, потому что как бы и моя идея воплотилась, и в целом это очень классная сама по себе такая инициатива была. Вас чему научила командная работа? Научила, во-первых, учат быть лидером, потому что как бы есть люди босс, по сути своей, а есть люди-лидеры. И меня научила работать с людьми, общаться, потому что столько талантливых, столько классных людей есть. И в любом случае такое взаимодействие учит общаться с ними всеми. Находить свой подход, там, мотивировать как-то команду, брать на себя ответственность. Это очень здорово. Вы уже несколько раз говорите, талантливая молодежь, талантливые наши учащиеся. В каких сферах таланта вы заметили? Я вам так скажу, то, что у нас есть талантливая молодежь во всех сферах. К сожалению, она может быть не так заметна, может быть, она стесняется везде. У нас есть очень много талантливых певцов молодых. У меня вот одноклассник, он к вам приходил, Евгений Кальчо, молодец, писал свои песни, клип свой снял. У него очень много тысяч просмотров даже в ТикТоке. У нас волейбольная команда очень хорошая, и в Камрайте, и в Копчаке очень хорошая команда. В целом, я вам так скажу, работа даже в молодежном центре, столько умных ребят есть.
просто не может не восхищать. И мы сейчас с молодежным центром, так как совет у нас там недавно образовался, составляем новый план инициатив, тоже как раз-таки на это направленный. Вот так вот. Раскрывать эти таланты, да? Да. Этот совет ученический, он какие возможности вообще дает нашему подрастающему поколению? Ну, он дает возможности показать себя, дает возможности для развития личностного, потому что в любом случае вы узнаете много новой информации, в любом случае вы пробуете себя в чем-то новом, находите новые знакомства, вы организуете что-то. Это очень большой опыт, это очень большие знания. Без регионального совета я бы много чего на самом деле не знала, не умела, так скажу. Варя, ваши планы на будущее? Окончили полностью обучение, лицейское образование. С этим вас поздравляем. Удачно очень сдали Спасибо. экзамены. Что же впереди ждет? Что впереди ждет, мне тяжело. На самом деле я обычно очень негативно отвечаю на этот вопрос, потому что он меня немножко раздражает. Но в последнее время я как-то больше лайтово к нему начала относиться. Я понимаю, нужно все-таки это тоже поднимать, эту тему, обсуждать. Я Хорошо. не знаю. Я вот С профессией определились? нет. Вот я на самом деле рада, что в этот век у нас есть возможность. Раньше, если можно было подавать только в один университет, там попадешь, не попадешь, у нас сейчас есть возможность подавать в 3 страны, в 3 университета, на 3 специальности, потом еще и второй поток. Это очень здорово, поэтому я бы всем хотела посоветовать пользоваться этими возможностями, потому что сейчас такой возраст, сейчас такое время, что никто не знает, куда он попадет. Поэтому, ребята, поступайте везде, потом уже все само решится. Направляйте, по крайней мере, Да. документы, да? Да, Высылайте свои ну вот, документы. я это всем всегда советую. Судьба уже куда Вообще не поведет. бойтесь, сейчас есть столько даже грантовых предложений, просто предложений для поступления, столько возможностей и за границей. Даже магистратура у нас есть уже зарубежная, настолько все развито, и тем более онлайн поступление, онлайн подача, настолько все удобно, что я всем реально советую просто подавать максимально везде, везде все пройдут, все будет у всех хорошо. Вообще не стоит переживать насчет этого. Финальный вопрос. Может, он тоже вам не понравится. И тем не менее, останетесь на своей родине обучаться профессии, либо все-таки уедете за границу? Не знаю почему, потому что мне этот вопрос не понравится. Мне этот вопрос очень нравится. Я планирую остаться здесь, потому что я вижу здесь возможности, я хочу развивать этот регион, несмотря на то, что я не гагаузка, но я уже учу гагаузский и хорошо продвигаюсь. Я всем советую оставаться здесь, потому что если все будут уезжать, кто останется тогда здесь на родине? Ну и как бы не то, что даже где родился, там и пригодился, просто стоит оставаться здесь, потому что здесь реально много возможностей, и в последнее время нам это даже показывает, и вот так вот. И мне здесь нравится. Я люблю это место и людей здесь. А художественное направление будете продолжать развивать? Я не хочу, как минимум, как первую специальность выбирать художественное направление. Я хочу все-таки что-то другое. Но вторую специальность я бы взяла творческое. Потому что, как я уже и сказала, у нас сейчас есть столько возможностей, мы можем 2 сразу направления выбрать. Выбрать одно, потом второе. Поэтому вот так вот. Может, возьму что-то творческое, но никак не связанное с художеством. Варя, вам спасибо за интересный разговор. Сегодня мы на самом деле увидели, что творчество и лидерские качества, они наоборот дополняют друг друга, но никак не мешают, да? Ну, желаем вам творческих успехов, желаем вам выбрать и определиться с профессией, и куда судьба поведет, пусть это вам принесет счастье, и, конечно же, с радостью найдете ту профессию, которая вам по душе. Спасибо, я очень надеюсь, что так и будет. И опять же советую всем ребятам не бояться поступать, не бояться экзамена, вообще ничего не бояться, потому что все на самом деле проще, чем может показаться, и все не так страшно, как кажется. Вот на этих позитивных пожеланиях, советах и высказываниях мы провожаем нашу гостью. Вместе с нами была этим утром Варвара Чеботару. Спасибо, что были с нами. До новых встреч и счастливого вам пути в самостоятельную жизнь.
Гости провожаем, и программа продолжается.